Конференция призвана объединить усилия некоммерческих организаций Ингушетии и благотворительных фондов для решения актуальных задач в сфере здравоохранения республики. В центре внимания сотрудничество, направленное на повышение качества медицинской помощи. На встрече говорят о направлении курса на укрепление партнерства между государственным сектором и гражданским обществом. Министерство здравоохранения, понимая ограничения бюджетного финансирования и необходимость привлечения дополнительных ресурсов, ищет пути эффективного взаимодействия с НКО. Мы очень благодарны за помощь, которую и до сих пор оказывалась. Мы помним, многие врачи, которые здесь сидят, помнят помощь неоценимую, которую наши некоммерческие организации, это фонд «Круг добрых людей», много наших меценатов, которые живут в республике и за ее пределами. Это фонд «Тешим», которые оказывали неоценимую помощь во время пандемии COVID-19. Мы это помним, очень благодарны. Первый проект, представляемый на конференции, оснащение детской республиканской клинической больницы современным оборудованием. Это насущная потребность, так как от состояния детской медицины зависит здоровье будущего поколения. Новое оборудование позволит проводить более точную диагностику, повысить эффективность лечения и, что особенно важно, снизить детскую смертность. Одним из следствий нашего взаимодействия с министерством явилось соглашение, которое мы подписали с Министерством здравоохранения. Данное соглашение, в рамках которого будет проведен сбор средств для оснащения новым оборудованием отделения реанимации детской республиканской клинической больницы. Также вторым этапом у нас идет оснащение операционного блока непосредственно отделения хирургии и дооснащение и поддержка лаборатории, потому что три этих компонента, они необходимы, и они очень связаны тесно при оказании экстренной неотложной помощи для пациентов, которые поступают в приемном отделении. Инициативу поддержать сотрудничество с НКО для улучшения системы здравоохранения республики поддержал и самый молодой благотворительный фонд Ингушетии «АТАП». Основатели отметили, что проект по оснащению детской республиканской клинической больницы включает в себя также и повышение квалификации медицинских работников, пропаганду здорового образа жизни и создание благоприятной среды в медучреждениях. Будем привлекать новых специалистов, которые наши соотечественники, в общем, неравнодушные врачи, которые работают за рубежом или где-то еще по территории России, привлекать их работать у нас дома и стимулировать это. И также будем обучать местных врачей. На конференции отмечают большой потенциал сотрудничества между НКО и Министерством здравоохранения. Это не просто предоставление финансовой помощи, а комплексный подход, направленный на улучшение системы здравоохранения в регионе. Реализация проектов, подобных по оснащению детской республиканской клинической больницы, даст ощутимый результат – снижение детской смертности, повышение качества медицинской помощи и в конечном итоге улучшение здоровья населения Ингушетии. Это, в свою очередь, положительно скажется на демографической ситуации и социально-экономическом развитии республики в целом. Мадина Цора, Абдулла Тангиев, Магаз, 24.